Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Исаков Аким. Тема моей исследовательской работы «Экология американской энергии в бассейне реки Алдан». Актуальность нашего исследования состоит в том, что в Якутии американская энергия сравнительно мало изучена. Научные сведения о биологии вида в литературе весьма ограничены и в основном описывают период акклиматизации. Цели исследовательской работы исследования были направлены на экологическую характеристику популяции американской норки в Алданской области с момента интродукции и переселения до настоящего времени и определения современного экологического статуса вида для достижения. Методы исследования, сбор информации, анкетирование зимних маршрутов, учет у охотников села Гая, поселка Хацты, Алданского улуса, сбор и обработка материала по теме «Практическая часть исследования». Доля особей с белым пятнами на морде составляла не менее 86% от общего числа обследованных зверьков этого вида, добытых охотником в бассейне верхнего течения рек Алдан и Амга. Длина тела у самцов также больше, чем у самок. По длине тела норки из бассейна рек Алдан существенно отличаются литературные данные. Численно, исходя из данных опроса охотников Алданского улуса по притокам Амга и Алдан, норка встречается в количестве в среднем до 5 особей на 10 километров. Отдельных участков респондентов затрудняет определить ее численность ввиду последицы. На юге Алданского улуса, по оценкам некоторых охотников, на 10 километров таитых речек встречается от 1 до 20-30 норок. Особенно численность возрастает в районе перекатка севера и Хабиби, сокращает до 1 до 3 особей на 10 километров водотока. Половая и возрастная структура. Среди обследованных зверьков доля молодых была несколько ниже 40%, чем взрослых особей 58%. В нашем материале особи старше 5 лет не отмечаются. Среди взрослых зверьков половину составляли особи на втором году жизни 50%. Пробок норок с Алданского улуса соотношение самцов и самок среди молодняков было аналогичным в общем числе. Исследований зверьков этого вида самцов было больше, чем самок. Питание кормовых слоев по опросным сведениям зимой норка в бассейне рек Алдан ищет пищу в русловой части рек с началом зимнего периода. Обилием таежных речек она начинает мигрировать вниз по руслу до крупных непримерзающих рек. Упитанность американской норки в Алданском улусе относительно высокая. Для доли зверьков жира на почве составляет около 45%. Таким образом, население американской норки в Южном Якутии привело к появлению устойчивой популяции вида в Алданском улусе. Американская норка заняла все перегодные места обитания, численность вида значительно возросла, а популяция активно расширяет свой ареал обитания за пределами улуса. Наиболее высока численность на юге улуса, а на севере она несколько ниже. По своим линейным размерам американская норка в бассейне рек Алдан не отличается от особей этого вида, распространенных в других регионах России. Некоторые различия массы тела могут объясняться различием в упитанности самцов американской норки крупнее самок. Равное соотношение самцов и самок среди молодняка, преобладание самцов среди взрослых особей говорят о более высокой смертности самых. Проба взрослых американских норок характеризуется прочной структурой и быстрой сменой возрастных классов. Популяции свидетельствуют о нормальном протекании акклиматизации вида и относительно благоприятных условиях обитания, включая кормовые, и норка преимущественно питается мелкими млекопитающими рыбой. Активное питание около и водным птицам, рыбам, амфибиям слабо изучено. По некоторым опросам сведения влияния этого хищника на эту экологическую группу животных достаточно велико и может иметь негативные последствия. Спасибо за внимание.